не был нигде жестче месте, чем это. Это операция, которая должна слагаться в легендах. И то, что мы вышли, никто вообще в это не верил. Я, признаться честно, сам не верил. Он остался там. Ну, интересно быть здесь, в том месте, с которого казалось бы, что действительно, что мы уже не выберемся. Вот, сейчас я вообще не думал, что попаду снова сюда. Ну что, мы находимся сейчас возле того самого места под названием Вилла Сан-Марино, где произошел тот самый бой, с которого вышли, к сожалению, не все. Вот. И сейчас я попытаюсь воссоздать всю хронологию, историю, как это все происходило. Мы пришли с ребятами пешком с направления Бучи. Вот. Вот до сих пор еще остались тут тот паёк, который я принес, потому что понимал, что мы тут, скажем так, укрепляемся, и мы с Литвином конкретно, скажем так, были расчетом РПГ, и наша задача была держать вот эту дорогу, потому что на тот момент уже по той лесополосе была техника вражеская. Нам было принято, скажем так, нам скомандовали, что мы держим эту дорогу для того, чтобы, скажем так, остановить врагов, если они захотят поехать по этой дороге. Работала на тот момент артиллерия наша, и вот мы ожидали вообще, что по вот этому направлению они начнут оттягивать технику. И мы должны были ударить им, скажем так, дождаться, пока они доедут. Мы тут засели, сейчас покажу где. И ударить их в бочину и развалить их колонну. Это наша была основная задача. Ну, когда все началось, когда началась стрельба по той дороге, естественно, мы снимаемся с Литвином, естественно, бежим, забегаем сюда. Тут еще пару ребят были, говорят, все, контакт произошел. О, кстати говоря, интересная находочка. Блин, не знаю, брать, не брать. Ну, это пустой короб. Тут были ребята наши, мы снялись с этой позиции. Оттуда мы перебежали сюда. И вот вся утоптанная трава, это мы с Литвином ползли. Началась стрельба, свистит, супердит. Мы ложимся. Вот. Я напоминаю, у меня там были баклажаны, выстрелы РПГшные. И все, Литвин говорит, по нам работает снайпер, ложись. Мы легли и вот пошли отсюда. Вот отсюда мы поползли, вот видно даже как трава примята. Видно, как мы ползли. Ну, это уже после того, как мы забежали туда, сейчас я все расскажу. Я ж просто этого всего не видел. Я сейчас, сам первые эмоции. То есть, как бы это, этого всего не было. То есть, понятное дело, что когда мы вступали в бой, этого всего не было. Это все уже последствия боя. Вот, мы отбежали сюда, забежали за здание. Потому что все свистит, стреляет, рикошетит.
Вот. И когда мы тут были, сейчас я покажу ту самую дорогу. Вот. Не знаю, мне интересно самому пройти. Вот, стреляло все отсюда, с этой стороны. И мы закрепились вот за этим домом, закрепились за вот этими мазами. Сидели, ждали. И на тот момент, я помню, что... О, кстати, он гильза. Нормальный калибр, да? На тот момент мы начинаем говорить о том, что надо бы оттягиваться, но понимание есть того, что там поле, мы оттуда никак не убежим, потому что там уже все простреливается, а там идет контакт с вражеской техникой. И мы, когда это все понимаем, я помню, что мы тут тусовались с вот этими мазами, что-то КамАЗами, туда-сюда, заходим в этот двор, и как только мы пересекаем, как только я пересекаю черту вот эту, о, вот тут гильз, нихера себе, я пересекаю эту черту, захожу, ворота были закрыты, и вот как раз-таки прилет первый был, вот в эту машину был прилет. Не знаю что, не знаю как прилетело, потому что я уже был здесь, слышу прилет, бах, взрывается, все, дальше, ну дальше, ой, бля. Просто пиздец. Вот это было здание. Просто здание. Его нету. Его сдуло. Здесь ребята выбежали после первого прилета в КамАЗ. Выбежали ребята, наши беспилотники. То есть я помню все по лицам, я помню, как это все было. Здесь было большое здание. Его просто нету. Просто руины. Вот это здание. Фух. Просто эмоций много сейчас. Вот это здание, которое после прилета КамАЗ, мы побежали все сюда. Забегаем. Мы забежали сюда. Ё-моё. Все это было целое. Ничего не было разбито. Мы сидели вот здесь первое время. Просто вот за этой стеной. Просто ждали. Ждали, что нам делать дальше. Командиры принимали решения. Литвин выбежал. У него был заряд РПГ. Он выбежал. Самовольно, без меня. Побежал. Он произвел выстрел. И был подбит КамАЗ. Вот он стоит. Из него, по словам моего друга, начало сыпаться просто несколько десятков пехоты российских войск. И, ну, скажем так, там уже происходила косил-ясь конюшину, как говорится, да. Вот. Не знаю, на что они надеялись, получили то, что заслуживают. Часть людей, в том числе и я, смещаемся туда вглубже, в главный корпус. Литвин на тот момент находился здесь, и он пошел на улицу. Я так понимаю, что когда он пошел на улицу, либо этот прилет, либо что-то тут. Но, скорее всего, вот этот прилет стал летальным для Литвина. Когда начались прилеты, все дела, я помню четко, что забежал к нам один парень и говорит: хлопцы, все быстрее в бункер, тут есть бункер.
Нас там сколько? Человек 20. Мы выбегаем все сюда. Это было место первых перевязок, первых ранений, первых 300-х. Тут было порядка 20-25 человек. Тут катастрофически мало места. Я сейчас постараюсь аккуратненько тут где-то пройти. Может быть, блядь, эти пидоры что-то тут пооставляли. Кто его знает. Вот сюда мы спустились, полностью набились битком и ждали. Всех 300-х мы здесь перебинтовывали. И приехал, ну, скажем так, для понимания картины я сейчас расскажу, как тут все было. Вот здесь лежали парни 300-е. У кого-то нога, у кого-то рука. Парни некоторые теряли уже сознание, просто вот тут вот все это было, лежали. Лежали вот здесь, был дом, вдоль стены лежали. И стрелок вызывал на тот момент команду эвакуации. Это были просто микробусы, которые заехали через вот эти ворота. Да. Заехало пару микробусов, по-моему, еще какая-то машина легковая. Мы 300-х, всех тяжелых, загрузили, всех ребят, которые были 300-е, отправили. Ну, то есть там максимально забили место, чтобы не было даже. Отправили их, они уехали. Отлично, все. После этого, в тот момент, а я все это время бегал, и у меня одна мысль в голове: где Литвин? То есть я его не заметил, когда выбежал, я его не заметил, что он там лежит. Я выбежал, нам сказали, нужно идти в бункер, мы побежали в бункер. У меня все это время была одна мысль, типа, где Литвин? Во-первых, мы с ним расчет, мы работаем вместе. Во-вторых, это мой друг, брат, и типа, ну, я не могу просто, вот у меня мысль одна, где он? Думаю, окей, прилетело что-то, но хотя бы его найти надо, потому что он может быть либо 300, либо 200. В любом из случаев мне нужно его найти. Я забегал, ну, блин, я, к сожалению, не могу, показать, потому что тут уже не на чем показывать. Тут был вход, был коридор. Мне сказали, держи тот сектор. Я сижу, держу сектор. Сам думаю, бля, надо Литвина искать. Говорю командиру, ну, я пошел искать, говорю. Он говорит, хорошо. Все горит, второй этаж уже горит, прилет был. Начинаю бежать. Все, кричу, Литвин, Литвин. Выбегаю и как раз смотрю под ноги, выбегаю, смотрю, лежит Литвин. Ну, первое, что я помню, это, ну, я взялся за голову. Я вот так вот взялся за голову, стою, смотрю, не могу поверить. Но это не было, что типа я там потерял какое-то самообладание, я просто, ну, смотрю, все. Точно он, понимаю, что он, вижу бледный. Ну, там что-то подозвал кого-то там к себе, говорю, ты подойди ко мне, надо Литвина, говорю, подтянуть. Мы берем вдвоем за лямки, перетягиваем его сюда к зданию, и тут елочки такие стояли, такие вот небольшие, туи. Перетягиваю его сюда, ложу к елочкам. И для чего я это сделал? То есть, как бы тут был достаточно большой сектор открыт. Я его перетянул для того, чтобы, ну, у нас же была информация, что за нами идет группа. Ну, то есть броня, чтобы нас забрать. И я, ну, просто перетянул его к нашим 300-м, 200-м оставшимся, чтобы в дальнейшем она приехала, ну, наша техника, и мы всех забрали. Но, как оказалось, все по-другому произошло. Мы вызывали подмогу, чтобы нас забрали. В этот момент мне приказывают, ну, как бы дают указания, говорят, типа, Кит, иди в этот домик и наблюдай сектор, чтобы наша техника ехала, и когда она будет ехать, ты выбегай и маякуй нам. Но зато знаешь что? Видишь, крокодил зеленый? Он надувной, на секундочку. Понимаешь? Из скольки осколков, которые тут были, ничего ему не было. Я бегу сюда.
Забегаю. Аккуратно. Забегаю. Я вот зашел на второй этаж. Я сидел. Тут было окно. Я просматривал это окно в направлении Бучи. Понимаю, что гул идет отсюда откуда-то. Я поднимаюсь на одну ступеньку, поворачиваю голову, а отсюда уже из-за вот этого выезжает просто вот это с буквой В. Я тихонько понимаю, что все, это не наши. Ухожу. Сейчас самое интересное будет это в том здании. Зеркало не побито. Все, я выношусь отсюда. Кричу здесь: Маугли, нас окружают! Срочно нас окружают! Забегаю сюда. Все, тут он стоит, я говорю, там вражеская техника, все дела. Они нас берут в кольцо, говорю, с этой стороны. С этой стороны, там уже точно, говорю, буква В, все дела. И в этот самый момент начинает прилетать еще арта. Мы понимаем, что, ну, тут ребята сидели, грубо говоря, на улице, мы все подрываемся, дальше переходит вторая фаза. Нас окружают, все, естественно, от той стороны, от техники, начинают бежать сюда, с той стороны тоже что-то стреляет, поэтому мы забегаем за здание. И бежим сюда, то есть тут как бы был забор, хоть какая-то там, знаешь, визуальное прикрытие, потому что поле тоже непонятно вообще. Наше, не наше, ну же, они с той стороны идут. Идем дальше, бежим, нас было несколько человек, мы толпимся, мы друг друга толкаем, потому что, ну, естественно, хочется пробежать. Короб пустой. А ты знаешь, что это такое? А это Литвина наушники. Это его наушники. Я нашел только что Литвина наушники. Это точно его наушники, потому что у него единственного были в группе наушники. Он РПГшник. И теперь, ну, я просто представляю, насколько, ну, это все взрывом отнесло в разные части. Возможно, кто-то там из пидоров захотел их взять, там, да, с его тела. И, возможно, его тут уже зафигачили, и вот его наушники. Все, забегаем сюда, выбегаем, вот в этот двор, и вот здесь мы просто какое-то время просто вот, ну, не понимаем, что нам делать. То есть, как бы, я дал информацию, что по той дороге идет техника, она нас идет окружать. Мы скопились здесь, за домом. Нет понимания, как нам выходить. Ну, ты видишь, да, это просто, ну, это пыль для любого патрона, для любого осколка. Это просто листик миллиметровый. Но хотя бы оно закрывает нас как-то визуально. И то есть, по сути, по той дороге едет то, что может шить просто насквозь стены, а мы стоим вот под вот этой вот штучкой. И просто ждем. В тот момент мы уже приняли, знаешь, такое решение быть потише. Вот. Не важно, что они там подумают, ушли мы или погибли, ну просто, чтобы они, окружая это, виллу Сан-Марино, как бы немножечко не обращали сюда внимания. Вот. А тут же ты же видишь, да, тут, то есть как бы любая какая-то штука, она создает какой-то звук. Там идет еще что-то, да, то есть это какие-то громкие звуки. И, ну, ребята некоторые уже раненые, кто-то там контуженный, еще что-то там, каждый нелепо вот так вот двигается. Мы начинаем все это делать медленно. Далее мы отходим сюда. Я смотрю сюда. Ага, вроде нормально. И ребята первые пошли сюда, вот в этот, как оказалось, это вход. Черный вход в самое главное здание, на кухню. Часть ребят уже пошла туда и, скажем так, заняла там позицию. Вот. Я же как бы какое-то время был на улице, сидели. Потом в какой-то момент мы все туда перебираемся. Идем на кухню.
вот это место. Часть ребят расположилась здесь, часть ребят забегает сюда, в том числе и я. И мы из вот этой барной стойки, нас было 4 человек, каждый берет свой сектор. Раз, 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 все. И мы, напоминаю, что мы взяли тишину, мы в тихом режиме взяли окружение. Все. Идет ответный огонь с той стороны. Вот. Ну и вот такая ситуация начинает уже формироваться, что как бы все, нас зажимают в одну кухню, в одно место, и мы берем круговую оборону. Все, то есть берем все максимальные сектора, которые могут быть потенциально опасными. Окна большие, видимость, ну, отличная, как для противника, так и для нас. Но, ну, нужно понимать, что они на технике, они на броне, и у них, ну, они даже подъезжать к нам, ну, не обязательно им. Они могут оттуда стать, просто расстрелять. Что они в дальнейшем и сделали. Я сидел здесь и смотрел сектор главного входа. Все, я вот просто сидел вот так вот, мы ждали. В какой-то момент, вон, смотри, вот это, наверное, прилетело. Видишь, в углу? Вот это что-то прилетает. Резко столб дыма, пыли, всего этого поднимается. Не видно абсолютно ничего. Я падаю, потому что ребята тоже падают. И, ну, это как гармошка, знаешь, я падаю. Я упал, лежу в каске. И вот здесь что-то светится, горящее. И вот так вот крутится. Огромное что-то. Вот. Ничего, кроме вот этого горящего, я не вижу. Офигевшие, все офигевшие. Думаю, цел, хорошо. Думаю, ну надо же как-то двигаться отсюда, потому что типа сейчас начнут дальше стрелять сюда, ну они ж не остановятся. Было первое попадание, мы уходим сюда. Забегаем. Я поначалу принимаю решение забегать сюда. Вот. Вот этот вот целлофановый пакет, да, одеяло термо, под ним, именно под этим одеялом пролежал наш побратим Стрелок, который продержался больше 12 часов в стабильном состоянии, он был в сознании. Мы его положили аккуратненько, он лежал, он был ранен тяжело, критически. И постоянно я к нему там подходил, все нормально, все. И он лежал укутанный термоодеялом и держался. В этот момент я беру сектор, с этого угла, и со мной вместе был еще паренек. Держал сектор второй. Мы вот так вот в два ствола стояли и держали сектор срез барной стойки. И наблюдали за этим. Ребята, как я уже говорил, взяли... Бля, я до сих пор не верю, что я тут. Ну, то есть, как бы... У меня сейчас эти флешбеки, бляха, случаются. Это просто жесть. Ну, ребята взяли логично сектор тылы. Мы взяли сектор фронт. Все. Два возможных выхода, которые есть. В какой-то момент мы наблюдаем этот сектор. В какой-то момент, когда мы уже в режим тишины ушли, очень многое прилетало сюда, тяжелое, что-то бомбили. Потом в какой-то момент они пустили пехоту на зачистку. Только они сделали ошибку. Пехота шла просто на расслабоне, вот так вот. Два вот этих, блядь. И я вот наблюдаю сквозь коллиматор, идут две головы. Я, скажем так, убеждаюсь, что это видит мой второй
побратим. Мы дожидаемся до четкого понимания, что это не наши. Вот. И в самый момент, когда он уже поворачивается, чтобы смотреть в нашу сторону, мы отрабатываем. Отрабатываем, потом я беру, у меня в подсумке граната, выбираю кольцо, выхожу сюда, выкидываю ее туда, к ним, захожу обратно, убегаю, беру сектор, она взрывается. В этот же момент происходит попытка российских войск зачистить нас с тылов. Ее успешно отражает Маугли. Он сидел, смотрел этот сектор, услышал, что какое-то движение там происходит. Он сыграл на опережение, выходит с сектором, разваливает. Несколько пуль сюда, несколько сюда. Я не видел, как это было, я слышал, что убегает. И в момент, когда он забегает вот сюда, я слышу фразу от российских войск: «Ай, блядь, добейте меня, пидоры!» Ну, вот я вот тут уже сижу и слышу, как кто-то там кричит, чтобы его добили. На что просто наши ребята реагируют очень нормально, берут гранату, выкидывают ее туда и исполняют желание российских войск. Вот, и в какой-то из моментов я вставал с колена, по-моему. Я какую-то перезарядку делал, что-то такое. Встаю с колена, хочу выходить, брать сектор, вывожу, и происходит тот взрыв. Я что сделал? Я просто отвернулся, и вот каким-то таким вот положением тела я вот так вот пригибаю голову, что-то сюда прилетает, я понимаю, что что-то в руку. Ну и говорю, что я 300, ухожу на колено, просто сижу. Турникет вот как раз таки в этом же месте у меня он был. Открываю один турникет, закручиваю, понимаю, у меня что-то тут, блядь, мешает. Открываю карман, там паспорт. Кстати, он у меня с собой. Сейчас как раз покажем. Ой, так. Вот паспорт, пробит осколком насквозь полностью. И пластиковые карточки также с правами, все насквозь. И у меня есть предположение, что этот же осколок и пошел дальше. Сейчас он у меня находится в руке, мне его не достали. Мы понимали, что одним единственным шансом нашим может быть это темнота и под покровом ночи, если нас тут всех не захерячат, выйти. Вот, что мы и сделали. То есть, как бы я сказал несколько раз: ребят, все, давайте. Там, все приняли решение, что все, никакого звука. Попытались нас зачистить, не зачистили. Там попытались, не зачистили. После того, как они попытались нас зачистить, они отвели еще раз назад технику. Развалились со всего, чего только могли, опять-таки. Свели, я так понимаю, стволку. Возможно, у них была стволка, я не знаю, что это фигачило, но фигачило очень, сильно. То есть они фигачили в ту часть дома. Видно, что она просто полностью завалена. Вот, мы были на кухне. Каким чудом эта кухня вообще, устояла, я не знаю. И, просто есть этот факт. Они отработали опять со всего тяжелого. Мы замолкли вообще насовсем. То есть ни единого там какого-то движения лишнего. То есть мы не делали, просто замерли. Время шло, тянулось, подходило к сумеркам, уже все, солнце село. В тот момент мы уже принимали решение
хорошо были, ну, то есть наши рации азовские просто сели все. И хорошо были ребята с ЗСУ, часть, наверное, не буду называть. Вот, у него были контакты, был телефон заряженный, потому что мой уже сел, все телефоны посажались. У него у одного были контакты и связь, адекватная связь с потенциальным нашим подкреплением. Кто это был, я не знаю, но он очень сильно, ну, просто, ну, взял ситуацию под контроль. Он организовал нам прикрытие артиллерии. Он, кстати говоря, про артиллерию, да, то есть пока у нас еще рация была включена, Маугли, пользуясь случаем, когда мы поняли, что тут гул стоит вокруг, и этот гул не нашей техники, а гул, блядь, вражеской техники, Маугли забегает вот сюда и просто сообщает нам: ребят, я вызвал артобстрел на нас. Типа, собственно. И единственная реакция это была только радость. Ну, то есть мы сидим, мы понимаем, что сюда уже прилетело, блядь, ну, тут уже хуже точно нам не будет. То есть хорошо, что если оно прилетит и реально зафигачит какую-то технику, эти пидоры обосрутся и убегут. Да, то есть как бы это был шанс того, чтобы их просто хотя бы напугать. Плюс второй момент. Мы понимали, что если наша арта будет бить по нашим же, то есть по нам, у них появится в голове мысль, что здесь живых нету. То есть нас. Поэтому это стопроцентная была супер-мега позитивная новость, когда нам говорят, что типа арта будет бить по нам. Все нормально, мужики, все, нас прикроют. И как бы мы такие: уху, ура, все, держимся. Арта сработала, один раз даже попала прямо в этот дом. Просто, ну, как бы мы такие: окей, хорошо. ЗСУшник корректировал арту потом через свои контакты, он там вплоть до метров говорил, чтобы немножечко подальше, да, и она отработала отлично, вальнула. Часть техники этим самым приемом удалось сепаров оттянуть назад, часть техники, я так понимаю, они протянули вперед дальше как буча вдоль дороги. Дальше произошло следующее, что мы дождались темноты, и мы сидим и пытаемся понять, что происходит на улице. Есть ли движение пехоты вражеской, есть ли какая-то там звук техники отъезжающей, вообще хоть какая-то реакция есть. В тот момент мы слышим тишину. И нам дает это понимание, что все, этот шанс у нас есть. То есть, по сути, если бы была какая-то реакция, кто-то бы бегал там, они что-то бы кричали, то это бы говорило нам о том, что они тут скопили силы. Когда сработала арта, мы услышали тишину, все, приняли решение выдвигаться. Маугли назначает: ты несешь того, ты помогаешь тому, ты раненый с рукой, значит, ты берешь хлопца с ногой. То есть так я и сделал. И мы распределили всех, кто несет раненых. И ребята с ПНВ, с ночниками, были нашими глазами и нашим огнем. Потому что все остальные шли, несли раненых. Они сначала сходили в ту сторону, проведали разведку, сделали. Пришли, пошли туда, собрали всю информацию, красавцы, молодцы. Сказали: все, есть шанс, все, выходим. И говорят: тут стоит возле заправки вражеская какая-то техника на габаритах, заведенная. То есть она стоит, и там кто-то есть. Это просто какой-то, он говорит, они, скорее всего, поставили пункт дозорный. Поэтому, говорит, выходим максимально тихо, закрываем рты всем раненым, ни единого вообще звука. Все, каждый звук это, 99%, что нас просто раскосится. Подходим сюда. Выстраиваемся вдоль этого дома. Ребята как бы говорят шепотом максимально. Все, передай там тому-то, тому-то, то-то. Все, мы это передаем. Все это по цепочке, что там техника. Ни единого звука не должно быть. Все, дублируйте. Я говорю: я это дублирую. Ты попробуй объяснить это людям, у которых там, блядь, сейчас ранения, им тяжело, им плохо. Он говорит: мне похуй. Меня это, говорит, не ебет, затыкайте им рты, делайте что хотите, но мы не должны там издавать какого-то звука. Плюс. Все, выходим сюда.
проходим, стараемся ничего не цеплять, стараемся все это делать максимально тихо, выходим, доходим до этого угла, он дальше дает вводные. Ребят, вот там стоит техника вражеская, прямо на заправке, прям близко, в нашу сторону направлен ствол. Это дежурка. Скорее всего, типа, больше ничего тут не стоит. Это дежурка. Поэтому, говорит, я открываю дверь, которую мы сейчас увидим, и вдоль силуэта двери мы идем вдоль забора так, чтобы мы не вышли за этот силуэт двери и не показали силуэт человека. Поняли? Поняли. Передай все. Ну, это все передается, там, ты уже такой, знаешь, Женя там, да, держится, старается, там, да. Ну, блин, картина, конечно, жесткая. Так вот, мы пошли. У меня вот это иду, тащу его. Они открывают эту дверь. И вот там, где знак «Въезд запрещен», стоит техника вражеская. Просто вот заведенная, стоит на габаритах. Мне сказали эту информацию, я думаю, ну ладно, похер, хер с ним. Я уже такой думаю, блин, ничего себе, счастье какое. Мы вышли с этого, блин, конченного здания, которое чуть не сложилось. Мы выходим и вдоль вот этого, как нам сказали, силуэта иду и начинаем выходить группой. Мы доходим до вот этой вот какой-то зеленой пристройки. И когда я понял, что нас не заметила та техника, только тогда у меня такая радость некая в голове. Первая радостная мысль в голове была, что ни хера себе, возможно, мы еще и выживем. То есть как бы до того момента, вот вплоть до того, пока мы шли, я даже думал, что нас сейчас тут могут покосить. До того момента каждый из нас давали себе точное понимание, что мы, скорее всего, героически погибаем, да, то есть как бы мы выбрали этот путь, и вот это понимание того, когда мы перешли через дорогу, что все-таки это тебе не фильм, бляха, и идешь вдоль посадки мы шли, и там стояла через каждые 20 метров какая-то техника. И все ничего не закончилось. То есть как бы мы шли, отошли 500 метров. Вы представьте, да, там человек не может на ногу вставать. Мы там, еле-еле. Я не знаю, я просто взял, мы ни хера не жрали, ничего не ели, там, да, не пили. Ну, благо я занимался, физо в гражданской жизни, там хорошо, да, кроссфитом занимался. Откуда-то у меня силы были. Я даже раненой рукой, затягивал его, просто шел. Мне было уже похер, я просто шел, потому что, шел. Потому что нужно было идти. 500 метров отошли, ребята говорят, нет, херня, мало. Мы вызываем удар града, поэтому надо дальше. Окей, еще 500 метров отошли. Ребята понимают, что нам надо идти дальше, у них есть информация, где стоит наш транспорт. У нас, чтобы не шокировать расстоянием, наверное, они просто говорят по чуть-чуть, по 500 метров, давай, еще больше. Не могу передать, словами. Например, тот момент, когда мы выходили, единственным источником света был просто жаркий огонь второго этажа. Это был единственный источник света, который был вообще что-то освещал. Мы уходили, я просто еще поворачиваюсь и так вот смотрю на это проклятое здание, уже где-то там на повороте издалека смотрю. И просто такие мысли, знаешь, не верится, что вообще мы вышли оттуда. Вот просто не верится. Добрый день. Погодка у нас отличная. Какая-то не разбериха тут. Что-то происходит. Но у меня в целом все нормально. Кит, передай привет. Привет. Скажи, как Настя. Люблю, целую.